3, 4, 5. Раз, два, три. Начинаем, да? Всем привет, друзья, всем привет. Сегодня работаем на две камеры. Меня зовут Буян Светкил, король тувинского хайпа и блогер номер один. Ладно. Когда коты начнут качать пресс, тогда и я начну тоже. Да ну нахрен. И сейчас у нас программа Светкил News. Снимаем на мой канал. И у нас гость это Роман Тамоев, руководитель коммунистов Тувы. Привет, Роман. Здорово, Буян. Привет, рад видеть тебя. Сейчас тебя нет, я один, брошен море. Ты не со мной, и пусть ночь поплачет о моем годе. Наше предыдущее интервью, да, успешен он, более там, не знаю, от 500 тысяч человек посмотрели, но делаем это интервью уже второй раз, но сейчас давай более на лайте, да, вот прямо легко. На лайте подвигаться. Да, потому что на чили, да, на расслабоне, потому что первое наше интервью получилось таким серьезным немножко. Ну, как бы, да. Да, сейчас... Там даже, помнишь, писали, что не верим моим словам. Вот, а сейчас вот этот этап пройден, да, откуда ты там, кем занимался. Это все, да. Это все прошлое, вчерашний день. Сейчас просто хотели обсудить актуальные темы, да, вот, например, прошлый политический сезон 2021 года. Это выборы главы, выборы депутата Государственной Думы. Вот как для тебя прошли эти выборы? Сначала давай начнем с главного, прям быка за рога. Вы принимали участие, у вас Чойгана Шевитоловна участвовала. Вот как для вас прошли эти выборы? Как никогда мы работали на износ, Буян, я тебе честно скажу. Самое сложное для меня и для моей команды были выборы, потому что мы выложились на 99,9. Почему не на 100%? Потому что результат мы не выиграли, да. Но вы стали вторыми, да? Да, партия вторая, Чойгана вторая, я третий из 7 на выборах в Госдуму. Очень тяжелые выборы. Безусловно, в Республике Тыва с точки зрения выборного законодательства есть куда идти. Да. Мы считаем, и моя позиция, она принципиальная, я никогда здесь заднюю не дам, в том плане, что если даже Единая Россия выигрывает, она должна выигрывать в честной конкурентной борьбе. А есть такие технологии, есть моменты, которые эти выборы никак нельзя назвать честными. Поэтому побеждать надо в честной борьбе, как спортсмены. Выходят на ковер бороться без всяких левых, знаешь, из-под тяжка там приемов и так далее, надо быть честными. Я очень благодарен, Буян, спасибо, во-первых, что мы с тобой встретились опять. Дело в том, что хочу поблагодарить всех жителей Тувы, кто поддержал и нашу партию, и меня лично, и Чойгану Шевитоловну. Низкий вам поклон, спасибо, друзья. Мы не остановимся на этом, будем наращивать темпы, будем работать, поэтому идем дальше, короче. А за счет чего вы стали вторыми? То есть были же серьезные, реальные кандидаты, очень сильные даже, которые бывшие политики, там, чуть ли не прокуроры и так далее. Почему вы стали вторыми после Единой России? Разные партии, но вы стали самыми сильными из оппозиции. Тувы. В чем секрет, то есть, вот этого успеха? Ну, во-первых, мы и есть самая сильная оппозиция Тувы. Во-вторых, все те кандидаты, при всем моем к ним уважении, это все кандидаты были провластные. Это, как, знаешь, шахматная доска, их поставили для участия. Единственным альтернативным кандидатом, кто бы что в интернете не писал, была Чойгана Шевитоловна. Поэтому у людей был запрос на перемены, на альтернативу не единороссовскую, чтобы ты понимал. Ну и, соответственно, Чойгана, мне кажется, гораздо больше голосов взяла, чем по итогу мы видим в цифрах. Но, тем не менее, она с честью и достоинством провела эту избирательную кампанию. Она наш герой, она молодец. И в этом плане я считаю, что выборы в Туве должны быть более демократичными, более прозрачными, что ли. И дело в том, что ведь она с программой шла не просто ради популизма. Она готова свои знания, свои умения применить в реальной жизни. Поэтому, что будет дальше, мы, конечно, посмотрим. А все остальные кандидаты, это так, знаешь, видимо, по звонку позвали, ты пойдешь, ты, зарегистрировались. Буян, я тебе так скажу, очень сложно было собрать муниципальный фильтр, пройти. Да, 135, да? 134 вроде подписей. А как вы собирали? Подходили, да? По Кажунам ездили, по районам ездили. Это была большая работа, 2 месяца мы это делали. Вот. Огромное количество людей в этом принимало участие. Я очень благодарен тем людям, кто в этом принимал участие, в том, что мы это все-таки сделали и были
были реально единственной парламентской партией, выставившего главу. Буян, вот смотри, Ренат Оржик, «Справедливая Россия». Я за Хавалыга, я там за товарища Таевича. Но какая это оппозиция? ЛДПР вообще не участвовала. Берем другие, я даже не знаю, кого сказать. Было реально это. Единая Россия и КПРФ, объективно. Поэтому в этом плане, как бы, вот мы эту избирательную кампанию провели как могли. Хотели, конечно, победить, но учитывая многие факторы. Ты же сам в Единую Россию вон вступил, сейчас у меня интервью берешь. Да, Шойгу, Единая Россия. Как раз, друзья, давайте, были. Да, скажем, что при первом нашем интервью, да, я же был беспартийным, был таким неопределившимся, да, человеком, но в ходе вот этой промежутка, да, я выбрал то, что я просто подумал, помозговал, да, что Шойгу из Тувы, простой пацан с Чадана, да, вот такой же, как и я, вот так пробился, создал партию. И я подумал, давайте-ка я его поддержу. Вот моя такая видение. И получается, сейчас я вступил в Единую Россию, но мы же с тобой один из самых адекватных, получается, людей, которые варятся в политике. Потому что я вижу, что другие либо боятся, либо думают, что не надо общаться с другими партиями, то есть как-то неадекватно смотрят да, везде на так ситуацию. Здесь. В Туве у нас, Буян, везде так. Куда ни придешь, везде есть дикий страх, особенно у чиновников, особенно у госслужащих. Да вообще даже у простого жителя, вот Димка даже не даст соврать, вот сегодня сюжет пришли, человек говорит, помогите, там света нет дома, там часто в депутатскую прием приходят, и мы им говорим, давайте для освещения проблемы, если власть, допустим, не дорабатывает, вы готовы на камеру пару слов сказать, почему у вас так? Оказывается, да? 99,9 жителей процентов Тувы просто камеры боятся как огня. Они готовы говорить, обсуждать проблемы на кухне, с близкими, когда они едут в маршрутках, в кильке в этой переполненной или еще где-то, но только не публично. Вот этот страх, откуда он, Буян? Тувинцы — это такой гордый, храбрый народ. Откуда этот страх? Ты мне объясни. Ну, я думаю, что многое, как бы, есть такой миф, который, что если я свяжусь с другими партиями, то Единая Россия меня накажет. То есть, ты считаешь, это не так? Я считаю, это не так, потому что это миф в головах людей, да, люди додумают, что если я там пообщаюсь там, с КПРФ, да, допустим, с Романом, то завтра за мной придут прямо. Воронок черный приедет за тобой. Это генетическая память еще со сталинских времен, когда просто простое общение с другими людьми, это риск, понимаешь, риск. Давно же такого нету, понимаешь? Ну, я бы как бы так оптимистично на это с твоей стороны не смотрел. Я так не думаю. Я считаю, что если бы ты ко мне вступил в партию и начал бы активно проводить, тебе бы кислород везде здесь был бы перекрыт. Нет, а если не вступать, просто общаться? Общаться, ты понимаешь, тоже мы журналиста не можем найти, Буян, когда узнают, что канал Республика, ну, за который мы отвечаем, помогаем ему развиваться, когда они узнают, что он там мой или там наш, ты что, КПРФ, чок, о, у меня там мама, у меня там папа, у меня перекрывают моментально вентиля. Буян, эта проблема очень актуальна для Тувы. Поэтому многие талантливые ребята, с кем мы готовы были сотрудничать и работать, увы, из-за того, что есть политический контекст, они как бы с нами не сотрудничают, потому что мы оппозиция. Парламентская, неважно. Мне кажется, вот это немножко региональное, что-нибудь тувинское, да? Вот именно. Потому что в Москве такого же нету. Вообще. Главное, платите зарплату, я готов развиваться. И там как бы и именно в Туве. Вообще жестко в этом плане. И мне кажется, не только в Туве, а в маленьких таких нацреспубликах. Да, нацреспубликах это очень сильно. Просто люди очень топорно думают, понимаешь? Просто либо черное, либо белое. Либо за Единую Россию, либо ты предатель. Ты был бы единороссом, депутатом Госдумы, голосовал бы за пенсионную реформу? Честно. Вот тебе партия говорит: Буян, мы должны поддержать нашего президента, нашего министра обороны. Буян, вся фракция голосует за пенсионную реформу. Одна тогда только Поклонская не проголосовала за нее. Ты бы сейчас проголосовал? Она в Кабо-Верде, да? Ну, в Кабо-Верде по кайфу сидит под солнцем, коктейли пьет. Ты бы проголосовал за пенсионную реформу? Да, конечно. Проголосовал бы за нее, да? Как партия сказала? Я объясню, нет, не как партия. Я себе это объясняю так. То есть давайте аналогию проведем. Давай. Так, есть
Так, нет. Уважаемые телезрители, Буян Ситкил голосует за пенсионную реформу. Да, Вот сейчас, сейчас он пытается объясниться. не Ну-ка, пытается, перед я- народом объяснись. Нет, сейчас я объясню. Так, в месяце есть 30 дней, да? Но. 30 дней. Хлеб стоит, допустим, 40 рублей. давайте, да, 30, давай, 30. 30. А сколько в месяц получится 30 рублей? 3 900, да? Ну да. 900 Если рублей. в день одну булку съедать. Да. Короче, у нас семья, да, есть 1000 рублей. И надо протянуть до конца месяца. Чтобы не умереть от голода, надо съедать булку хлеба хотя бы в день, чтобы не голодать. Но тут твои дети просят торт за 1000 рублей сегодня. Скушай просто. Ты не можешь объяснить просто. Не, торт не надо кушать. Ну, потому что еще 30 дней есть. Вот. И твои дети на тебя смотрят, да. Какой же ты скупой, какой же ты ужасный человек, ты не покупаешь торт сегодня. Мы бы так круто похавали, а там, знаешь, разберемся. И ты как будто очень плохой, скупой человек, вместо торта даешь простой обычный хлеб. Я вот так понимаю, потому что сейчас, если все деньги пустить на повышенные там 30 тысяч пенсию, да, Россия может как бы без этого запаса остаться. И если там нагрянет война или там что-нибудь кризис, у нас просто не будет подушки безопасности. И, конечно, пенсионеры хорошо проживут, но остается вопрос с выживанием государства. Я вот так понимаю. Вот такое Ты вообще, у меня ты реально понял, что ты сейчас сказал? Да. И ты за это прям несешь ответственность за свои слова? Да, потому что... За то, что лучше в день булка хлеба, без всяких тортов, потому что у государства не останется подушки. Да. Потому что если сейчас повысить пенсии до 30 тысяч, да, Буян, ты кадр, конечно. Как говорит, как Ельцин однажды сказал, или кто там сказал, Боря, ты не прав, или кто там, Клинтон сказал. Да, Буян, ты хороший парень. да. Жаль, что ты, конечно, уже единорос. Я искренне так верю, Но понимаешь? ты веришь, это прям настолько ошибочное суждение. А как ты можешь Ты не объяснить? представляешь, сколько в стране бабла. Оно просто проходит мимо ртов нашего любимого многострадального народа. Ты бы мог детям купить не только торт, свозить их даже в Сочи или в Крым отдохнуть, потому что тебя загнали в такой угол, как собачонку, и ты мыслишь категорией булки хлеба в день. Вот в чем смысл этой власти. Я как бы не хотел углубляться в эту тему, но... Не, нормально. Прожиточный минимум у нас, нищебродский. Вот ты даже прикинь, я даже об этом, ребят, не думал, но реально, если каждый день есть по булке хлеба, в натуре в месяц выходит рубль. Прожиточный минимум 12,5, ты там сколько, 1000 рублей. Ну, допустим, семья, 2 ребенка там, их же надо кормить. Прикинь, это есть один галимый хлеб. Ну, ребята, вы вообще понимаете? То есть, а пенсионеры, как они плохо живут? Они по помойкам ходят, берут вторичку, которую выбрасывает магазин «Пятерочка», и там идут битвы ветеранов за просроченную колбасу. Мы говорим, да, у нас такие люди, у нас такие там тра-та-та. Хорошо, я с уважением отношусь к Сергею Кужугетовичу Шойгу, к министру обороны. Реально, очень много делает для армии, там, для ее модернизации и так далее. Но у меня в то же время, как у жителя страны, жителя Тувы, есть вопрос, Буян. Почему при огромном таком вот подходе вот настолько можно хвалить действующую власть и людей ее представляющих, когда все кругом нищие? Где прорывные решения? Вот ты мне ответь. Ну да, там часть, мост, еще что-то. Почему народ такой нищий? Мы самые нищие в России. Ответь мне на этот вопрос. В чем? Вот в чем прикол? Нет. Ты знаешь, что они даже булку хлеба некоторые в день не едят, потому что нечего есть. Давай я скажу. В нищете, да, Тувы, там Кто виноват? очень много факторов. Основные 3. Вот ты типичный россиянин, да, ты говоришь, кто виноват и что делать. То есть, Конечно, я знаю, что делать. вот искать виноватого – это очень ошибочная такая. Как это? Ну, то есть, ты же как простой человек, ты говоришь, виноват Путин, виноват Шойгу, а я вот Я не такой скажу. умный Я человек, считаю, что у меня ничего нет. виновата власть. Кто ее представляет? Эту власть.
А скажи, ты считаешь правильно, что Шойгу шел в первом списке и потом сдал свой мандат? Да. Это нормально для тебя? Ну, у Это вас, не у вас заигрывание не с так, что населением? ли? Нет, у нас все как прошли, так и ровным рядом. И Лавров сдал мандат, Шойгу сдал мандат. То есть они своим авторитетом подтянули часть народа, особенно да, у нас в Туве. А и сдали это мандат. разрешено? Законом разрешено. Ну все. А разве это и не есть игра заигрывания с избирателем? Может быть, я хотел, чтобы Шойгу был депутатом Госдумы и боролся за наш народ? Ну, почему? Если Шойгу ручается за Караула, там, за Айдына, мне кажется... Почему Айдын Сарыглар и Шалбан Караул? Друзья, вчера был законопроект, предложили наши депутаты, коллеги, по поводу поддержки ветерана Великой Отечественной войны. Освободить их от уплаты за ЖКХ, за капремонт. Ты представляешь, 10 единороссов всего проголосовало за. КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР проголосовали тоже за. Но наши депутаты от Единой России, Шалбан Караул и Айдын Сарыглар, вообще не голосовали. То есть они не поддерживают ветеранов? Почему они не голосовали? В смысле не голосовали? Ну не голосовали, не прошел этот законопроект, потому что Единая Россия в массе своей просто даже кнопки не нажимала. Они просто проигнорировали предложение депутатов оппозиционных партий. А кто поддержать предложил? наших ветеранов? Их 32 тысячи всего осталось по всей стране. Кто предложил? ЛДПР предложил, там один ЛДПР? депутат, да. Почему не поддержали? Где был Айдын Сарыглар? Почему вот он не выступил, не рассказал? Ты за него голосовал? Да. Почему за него голосовал? Ну, потому что это партия Шойгу и Айдын Сарыглар, Шалбан Караул, тувинцы. И знаешь, Шалбан Валерьевич стал впервые в истории России тувинец становится, да, вице-спикером. Это же круто. От того, что он вице-спикер, толк для республики будет? Да. Как ты видишь этот толк? Как, вот, в чем ты видишь вот этот толк? Он будет продвигать и своим влиянием, да, своими связями. Никто не спорит, что у него Да. огромные связи, что Да. он как бы, да. И все эти вот эти новые там больницы, все это строится за счет этого. знаешь. Наших денег, налогоплательщиков. Ну это, понимаешь, Выборы честные были в стране? да. Ты уверен в этом? Ну как ты это представляешь? Фортуна, честный председатель избирательной комиссии Тувы? Вот на камеру людям скажи. Фортуна, председатель избирательной Тувы. Честный человек? Фортуна, я его Олег лично не знаю. Владимирович. Ну он же председатель. Ну какая разница, знаешь, нет. Лично не знаю. Памфилова. Памфилова. Ну если, вот как ты себе представляешь, мы жили, да, вот так, Единая Россия делает очень много дел, и вдруг побеждает яблоко. Какое яблоко? Яблоко только можно съесть. Мы бы съели это яблоко. Или ЛДПР, там, Жириновский стал президентом России. Ну это же Нет, нонсенс. Жириновский это уже просто- скоро Украину будет бомбить атомными бомбами. Это же просто отдельно, нонсенс, это отдельно. А новые люди что скажешь? Новые люди. Ну это, знаешь, новый тренд, какая-то партия. Я да? считаю, что это проект Кремля. Проект Кремля. 100%. Сардану позвали с Якутии, на, будешь вожаком, лидером, тебе народ вроде неплохо относится. И вот они, кстати, знаешь, что новые люди тоже не поддержали поддержку ветеранов Великой А мы Отечественной всегда будем относиться к новым, к чему-то новому, как к проекту Кремля. То есть- 100%. Так покажите тогда голосование. Почему не поддержали? Завоюйте народное уважение к себе. Нет, ну, понимаешь? может быть, есть субсидии, Какие? которые оплачивают за ветеранов. Ты что, да, ветераны, мы им должны ноги лизать. Мы Нет. должны все им делать для них. Ты понимаешь, там-то суть вопроса в чем? 2-3 тысячи в месяц будет списываться, но они не будут за ЖКХ платить, за капремонт дома. Это копейки. Когда у нас олигархи вон со своими проститутками по 20 их садят и на многомиллиардных яхтах катают. Ты считаешь, что Понимаешь? это справедливо? Нет, я считаю, что есть другие варианты, да. Даже у нас в Туве многодетные семьи не платят ЖКХ. Субсидии выделяются. Наверняка на ветеранов есть субсидии, которые они могут сделать так, чтобы они не платили. Мне кажется, такие механизмы есть. А вот почему оппозиция заявляет такие вещи, да, потому Почему? что им это выгодно, понимаешь? Нет, просто я уважаю наших ветеранов. Я тоже уважаю. Я бы вообще эту категорию людей вообще бы убрал из всевозможных обсуждений, им бы сделал все абсолютно бесплатно. Для них бы делалось абсолютно все, чтобы они могли ездить по всему белому свету. Я бы даже слово Я тоже пенсия бы им не делал, просто ежемесячные выплаты за их победу. Я бы назвал это победные. Я по тоже 100, так по 200 считаю. тысяч. Я Их с тобой мало. согласен. Да. И куда они потратят, это уже не наше дело. Никакие там
Аку какую-то подарить, этот бред или еще что-то. Хорошо. Согласен. Ты знаешь, давай переключимся на Моргенштерна. Слушаешь его? Да, конечно. Не, реально. Уважаешь Да, Морген? да. Его последнее высказывание по поводу Дня Победы, мол, типа, зачем туда миллионы вбухивать, мол. Я, говорит, не понимаю этого. Ну, мне кажется, он с точки, когда Собчак у него интервью брала, мне кажется, он имел в виду, зачем тратить Он еще миллиарды потом рублей. извинился. Ну, ему пришлось это делать. Ты поддерживаешь его высказывание или нет? Как ты относишься к словам Моргенштерна о том, что День Победы, зачем так праздновать, миллиарды вбухивать, лучше бы людям помогали? Я это не поддерживаю, потому что если мы перестанем поддерживать и парад не будем проводить, то через 10 лет мы все забудем, что есть такой праздник. Это, знаешь, на первый взгляд мы тратим впустую деньги, а это инвестиция в память потомков, потому что вот эти деньги станут памятью, да, вот сейчас сегодняшние дети, когда станут взрослыми, они, еще давно проводили, это же старый праздник, вот. Хоть что-то в памяти останется в нашего поколения, потому что у меня младшие братья есть, я когда их спрашиваю, кто такой Ленин, он говорит, мэр Кызыла, понимаешь? Мэр Вот Кызыла Ленин? Да, Может, да. потому что памятник рядом стоит? Да, вот они так думают. Это кто так говорит, что Ленин мэр Кызыла? Мой младший брат. В какой школе он учится? Нет, все дети так воспринимают, понимаешь? Вот вы, когда варитесь, да, в коммунизме, вы думаете, что Ленин до сих пор... Мы не варимся в коммунизме, его сейчас... Да, вы коммунисты, да. Да, прогрессивных взглядов Да. я. Очень прогрессивных. Вы думаете, что Ленин до сих пор все знают Ленина? Нет, нет. Ну, с одной Реальность такова, что Государство же все для этого все делает. забывается. Чтобы вакуум создать, чтобы не говорить о прорывных моментах. Вот, допустим, Нет. жена твоя забеременеет. Да, Слава. смотри, у тебя родится ребенок. Да. Она получит это декретную уйдет там и так далее. Ты знаешь, кто придумал первым в мире это вот все? Поддержку женщин, Я выплаты. знаю, Вот Ленин, кто? да, Ленин. Это придумали Декрет о коммунисты. земле, декрет Да, о- почему об этом мы не можем говорить и не надо об этом забывать? Так это у вас часть же нашей есть- истории. у вас же это есть- нормально. У вас же есть возможность открыто говорить. Есть, конечно, да. Россия в Да. этом смысле очень хорошая страна. Ну, а в Украине, Слава богу, пока не Беларусь. в Украине, понимаешь, сносят памятники Ленина. Все, Где коммунизм коммунизация, запрещают. да, 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 да. Но Россия в чем хороша, что специально-то никто не делает, чтобы коммунизм забыли. Просто Да нет, когда нет, не конечно. бухаешь деньги, да, в какой-то, когда инвестиций нет, все это абсолютно сразу забывается. Поэтому, чтобы не забыть победу, да, надо туда даже миллиардов вкладывать. Скажи, пожалуйста, у нового главы республики Владислава Тавриштаевича, ты сейчас видишь, да, формирование кабинета министров, Да. люди, фамилии. Да, да. Что ему надо сделать для того, чтобы на многие позиции быть лучше, чем предыдущий глава? Как ты думаешь? Мне кажется, Сложный вопрос. очень сложный, философский, потому что не скажешь же, что экс-глава был слабым человеком. Он очень харизматичный. Влиятельный, безусловно. Очень Связи, влиятельный. тут спора нет. Я Очень вообще в много целом- сделал, понимаешь? Очень много сделал. Как думаешь, перед есть тем, как конфликт уйти. между бывшим главой и нынешним? Вот палки в колеса, элиты. Мне Что кажется, скажешь? все это Мы же подо- читаем с тобой телеграм-каналы. все. подогревает, мне кажется, вот эти политические аналитики, да, вот, очень вредная Туинка, Алла Топчаевна Донгурол. Знаешь ее? Да, знаю. Серьезно? Взял бы Очень- у нее интервью? Да. Давай, предложи, пожалуйста, я хочу. Я ей что предложил? Нет, Добчаевне или как? я ей писал. Да, она что? Она не отвечает. Она, наверное, боится. Может быть, ты просто, может быть, ты ей не нравишься, допустим. Нет, у меня просто кличка есть среди политиков. Какая? Буян Сеткил опасный. Опасный? Да, потому что я же очень открытый человек. Я Этим чё- ты для них опасен. Да, что ты скажешь, я то и могу, как бы. Но я адекватный человек, то есть если ты попросишь, там, вот это вырежь, я вырежу. Но в целом... Не надо, все оставляем. Нет. У нас в этом-то и Да, прикол да. ведь. В целом другие считают, что я опасный, потому что что они скажут, то я выложу, понимаешь? Но я же не такой, я же не виноват, Обалдеть. что они так. В политике ты опасный. Да, В творчестве ты... классный. А какой вот у тебя вот псевдоним есть, да, вот твоих песен? Как ты там, подри, король чего? Король хайпа. Я Король же хайпа. хайпую, понимаешь? Ты хайпуешь, вообще огонь. Больше вот этих роликов делай, где ты там пародируешь, мимируешь, вообще прикольно. Да. Вообще, какой проект будешь запускать в ближайшее время? Есть идеи? Вот у меня есть идея, мы же давно, как бы я тебе предлагал сделать, причина моего предложения, это очень скучная, серая,
такая безалаберная жизнь политическая в смысле освещения, Так. освещения политики. У нас просто вот блевать охота, новости смотришь, что там что-то там кто-то, корова родила, Да. овца родила. Волк подрал коня. Да, и все такое в таком духе, когда сзади пожар, а там на качелях радостный кто-то качается. Вот Ну, типа того, такого, да. да, я помню, это И я видел это я видео. предлагаю очень актуальный проект. Может быть, ток-шоу сделаем, еженедельный, может быть. Еженедельно, мне кажется, это было бы проблематично, но допустим, В месяц? пару раз точно можно. Давай. Я бы вообще устроил, знаешь, Буян, такое ток-шоу политическо-общественное. Да. Звали бы всех, кому не лень. Ну, ты как бы Да. планировал. Назвали бы его, допустим, Дима, у нас же есть, да, гараж. Мы бы могли его так лофтово В смысле так сделать. гараж? У нас же просто гараж. У меня для там машин, машины да? стоят. Да. На время проведения ток-шоу мы можем вот так оформлять. Есть ток-шоу Буяна Сеткила «Гараж». Да. Мы ставим туда какие-нибудь кресла, слышишь? Да. Музычка такая, все. И зовем народ на любые Да. темы. Открыто. Да. Без прикрас. Да. Никакого министерства там по печати ту или как они там Да. называются. Никаких этих. Ой, а тут сидит этот. Ой, а тут пришел тот. А этот сказал то. Уволить. Уволить. Следите, смотрите. Чтоб такого не было. Вот конкретный вопрос в лоб задает, отвечай Да, давай. да. И пусть люди смотрят. Давай там, Огонь тема, друзья. да, Вот это да. давай там будет представитель всех партий. Всех, абсолютно всех. Да. Всех Вот. вообще. И не только партий. Ты коммунист, да? Да. Я буду представлять, но неофициально, понимаешь? Официально не Можешь буду. официально позвать. Нет, я буду... Всех я буду- зови. Я буду просто сторонником Да. Единой России. Да ради бога, без проблем. Сергея Гужгетовича Шойгу. Ох, жарко будет. Как же Да. будет идти? Это будет лучшее ток-шоу, если оно только запустится. Буян, Да. запусти его. Давай сделаем это Да. после пандемии по этой всей Давай, дебильной. Да, нифига круто. А темы разные. Темы Вплоть разные. от собак, допустим, то, что они там Да, всех кусают. загрызли там кого-то. Вплоть до да. депутатов Госдумы, вплоть Да. до там, Урала, короче, все что правительство, угодно. глава. То есть... Ночных клубов, кафе, Да. где там. Скажи, Буян, а мы можем на этих ток-шоу, допустим, женщин обсуждать? Запросто. Кого ты считаешь самую красивую женщину в Туве? Политика, допустим. Политика. Да. Мою жену. Она что, политика у тебя занимается? Конечно. Ну она такая Знаешь, вот скрытая, да? То есть она Это как серый серый кардинал. Это здорово. А вот если... Все, что я делаю, да, все, что я делаю, это я обсуждаю с ней. Боишься и- жену? Конечно. Ну, Я я слышу- классический подкаблучник, понимаешь, тувинец. Но Ничего себе. ты знал, что Чингисхан, да, вот Да. потрясатель вселенной, он всегда слушался жену, всегда, Нет, но при слушай, этом а, завоевывал. Хорошо, целый в мир. ваших отношениях кто главный? Правда, что в тувинской семье женщина главная? То есть она как бы типа шея. Да. Но знаешь, Вот тувинская женщина делает так, чтобы мужчина думал, что он главный. Но она просто позволяет, понимаешь, делать так мудро, что тебе дает такую свободу, что ты считаешь себя главой, да, но в самых решающих моментах все равно ты должен обсуждать с ней. То есть это женская мудрость. А бывают женщины, которые во всем тебе запрещают, тебя держат в ежовых рукавицах, но в самый ответственный момент сливается. Ты бы мог быть, допустим, несколько жен иметь? Нет. И никогда даже не думал об этом? Я как философ, да, Да. думал об этом, разные же Но есть. ты думал об этом? Нет, я не думал с целью того, что взять. Я Это просто, уже второй момент. Ты думал когда-нибудь, что ты мог бы иметь несколько жен? я про себя не думал. Я просто про Туву думал, что как, например, увеличить, да, увеличить поголовье, да, тувинцев. Я думал, может быть, Как ты... Ой, господи, это фраза, конечно, вообще. Нет, Поэтому я это ток-шоу шучу. «Гараж» уже началось. я это шучу. Да, понимаешь? Численность населения У уже, меня да. есть мечта сделать так, чтобы тувинцев стало 1 миллион. Да, Как ради- чи- как это было бы чеченцы, здорово, да. Понимаешь? Ну, имея в виду тувинцев, имея в виду всех, кто живет, да, вот. И просто население 1 миллион Я сделать. понял. А как прокормить население? Как вот им всем зарплату дать? Вот, будем обсуждать это в шоу. Это И вот как бы, мне да. кажется... Кстати, прикольная тема. Можно Да, даже записать. я очень много думал, может быть, многоженство, чтобы много было. Сейчас тебя захейтят А слушай, за потом, многоженство. да, я просто думал как философ, понимаешь, и не про себя, не это, чтобы не ввести сразу. Я просто думал и понял, что это не прокатит.
Почему? Потому что у нас женщины очень сильные, понимаешь? Классическая семья, мужчина, женщина, дети. И это всегда было. Но, кстати, в тувинских сказках есть же там королева, там еще жены всякие, 7 звезд, там каких-то королей. Если почитаешь тувинские сказки, да, там есть примеры. Потом после эфира, может, какую-то сказку реально посоветуешь. Да. И я думаю, что в современной реалии это невозможно, потому что все-таки у нас только в сказках это осталось, и у нас через века такого не было. А вот в мусульманских странах, понимаешь, это прямо неразрывно шло. И в их религиях тоже это. Не, я тоже сторонник. Написано, что муж, жена, как бы, я просто так эти вопросы, вы не подумайте ничего. Можно 4 жены брать, да, там прямо написано в писаниях. А у нас такого нету, поэтому это нам не подходит. Просто я думаю, что нужно культивировать многодетность. Многодетность, да. Ну, Тува и так, в принципе, на первом месте по стране по рождаемости. На первом месте, но по факту у нас мало населения, понимаешь, 200 тысяч тувинцев и русскоязычных тоже очень мало, понимаешь, очень мало. Просто некоторые говорят, что русскоязычные уезжают, потому что тувинцы плохие. Нет. Просто здесь уровень жизни по сравнению с Красноярском, допустим, там есть даже в топорном смысле планета, просто планета, куда сходить там, где красиво, все. Я очень много по планете бываю, очень много тувинских ребят, планета. Почему очень уезжают? Много тувинцев. Потому что просто за Саянами красиво, удобно, комфортно и выбор, и все, короче. Да, все. И людей много, и города красивые. Вопрос про вакцинацию. Как ты относишься? Ну, я к ней отношусь с той точки зрения, что хочешь вакцинируйся, хочешь нет. Ну, так дело сугубо добровольно. Ты вакцинирован? Путин тоже сказал, обязательно вакцинация. Он даже типа вакцинировался. Да, Песков объявил, что пока официальной такой версии от Кремля, что обязательно вакцинации такого нет. Ну, ты вакцинировался? Да, я вакцинировался. Я не вакцинировался. Просто я смотрю вокруг меня, семья даже, вот близкие, да, все вакцинировались, у них проблем нет, просто живут дальше. Но ты за обязаловку или против? Я против. Я тоже против. Это выбор свободных людей. Хочу вакцинируюсь, хочу нет. Да. Эти QR-коды сейчас ввели. А как наши бабушки, дедушки хотят куда-то сходить или молодежь? Вот как вот, я считаю, это ограничение по QR-кодам. Я хочу пойти в кино, но не привит, QR-код. Но ну, это же с благой целью делается, чтобы с благой не заразить, целью у нас в стране мало что делается, если честно. Да, поэтому я считаю, что это не та мера, которая... Вот у нас соседняя Хакасия. Взяли вообще комендантский час даже ввели. Ну, то есть, видишь, у нас получше. Такое спорное тоже решение, но тем не менее. Поэтому это должно быть дело сугубо добровольным. Да, это мое личное мнение. Так и есть. В России просто все, как сказать, добровольное. Никто никого не гонит, там никого не это. Если бы в тебя вшили чип и следили бы за тобой, да, вот тебе вшили чип и дали бы тебе 100 тысяч в месяц каждый раз. Ну, типа, вшей в себя чип. Я согласился. И ты чипированно бы ходил. Да. Но 100 бы получал в месяц. Да, мы уже в чипах, понимаешь? Где чипы? У тебя телефон есть? Есть. Все. Я знаю, что он прослушивается, они могут все видеть, смотреть. Я это знаю. А в чем тогда? Не, ну это телефон. А то дело я, у меня даже папа, батя звонит. Ты ну да ладно. Никого, никогда же не оставляешь телефон нигде. Ну прикинь, ты где-то ходишь, знаешь... а все за тобой следят из-за чипа. Понимаешь? Вот это кто? Ты не человек. Ты а тогда выбрось телефон тогда. Да, при чем здесь телефон? Я про нас говорю, про живых людей. Ты же даже 5 метров не оставляешь. Нет, постоянно с ним. Это вот мой друг. Какая разница у тебя под кожей или в метр от тебя? Это ну как ты все... можешь выбросить, разбить, что угодно, а так тебя уже вшили, и ты биоробот, просто киборг. Но ты добровольный чипированный, потому что... Да. Потому что ты добровольно берешь это. Помнишь эти кассеты? Это игра в кальмар это. Там же... Я бы выиграл эту игру. Главное правило, там или же... застрелили. Там же говорится, все добровольно. Вы можете... Ты бы поиграл в игру кальмара? Конечно. Реально? Да. У тебя есть проблемы?
из-за которых ты туда пошел? Там же проблемные У люди. всех есть проблемы. Долги, молги, У всех. бабки. Пошел бы Ты туда? хотел бы там 40 миллиардов рублей. Не, ну, с одной стороны, нет. Ну, а если у меня по жизни ровно, вроде долгов нет, как, что в эту игру играть? Идите Но играть. если не смертельно, пошел бы. Не смертельно, да. Ну, всё. Ради прикола, да. Ну, да. А так-то, в принципе. А как ты относишься к тому, что говорят, вот дети, психика там, лала. По мне, так нормальный фильм, какая психика? Да, это всё. Согласись, шляпа полная, когда Это говорят, что... Милонов, по-моему. Да он, это Милонов, это ладно. Ты взял Понимаешь? бы интервью у Милонова? Да. 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 И понимаешь, там психология такая, что все могут просто добровольно выйти. И у нас такое же с чипированием и с симками также. Мы все добровольно пользуемся, хотя знаем, что всех прослушивают. И это игра в кальмара в настоящей жизни. Мы сами добровольно делаем все это. Так что все мы кальмары. Да, все мы в игре в кальмарах. Интересно, По-английски. кто снимет куш? Или уже снимает, как ты думаешь? Мне кажется, уже кто-то снял куш и где-то сидит Ты там знаешь, у меня и ник- наблюдает за игрой. У меня ник... Как мы 0. тут шевелимся. Ты знаешь, у меня ник в Инстаграме вообще по жизни 001. Я тот самый дед Ильнам. 001 ты? Да. Блин, у тебя столько крутых ников. И ты, наверное, самые крутые ники ты себе забрал, слышишь? Я дед, на Нам самом что-нибудь оставь. Было бы прикольно, если я был в тувинской политике настоящим дедом, да, который всю политику контролирует, знаешь, всех ставит. А все смотрят, Буян Сеткил такой наивный чувак, вообще он ничего не решает. А на самом деле я бы, знаешь, в каком-то подвале всех собрал там. Вот ты здесь, там будешь работать. Типа всю игру я делаю. Я просто дома лежу, вот такая мысль у меня. А если было бы так, было бы круто. На самом деле это, конечно, просто шальные мысли. Кстати, киберспорт ты видел, да? А ты думал, что дед главный? Никогда об этом не Я думал. тоже никогда не думал. Я его просто жалел. Думал, что это просто какой-то Вообще дед. никак, да. жалко. Прикинь по итогу, да? Вот этот тип. Че, как, давайте, мне кажется, уже время. Да, Киберспорт, миллиарды денег, что скажешь? Миллионы долларов. Как, ты вообще играешь в Дота? Нет. А, Александр Хертек? Да. Он стал самым богатым тувинцем, прикинь. Как? Но он же это 250 миллионов получил Ну, за это доту. как бы... Он сейчас... Ты считаешь, что он самый богатый тувинец? Ну да. Нет. Нет, я знаю, что Я там... могу тебе назвать фамилию самого богатого тувинца. Кто? В игре, когда будем играть в игру кальмара. Я Тогда бы назвал. скажу. Я Тогда знаю, скажу. что есть побогаче люди. Да, но конечно. этот новый тувинец, понимаешь? Ну, Новое я считаю, поколение. вообще это Он красота, как получилось тогда, огонь. ничего не приватизировал, то есть это Вот. этих тем. Да, и он просто своим талантом, упорством, Но благодаря символ киберспорту, да, я с удовольствием бы и у него бы интервьюшкой ему в гараж Да, этот да, можно да. было позвать, огонь был. Позовем. Буян, ну что ж, Да, будем депутатский завершать, прием, да. Да, Люди ждут. всем спасибо, друзья, кто посмотрел. Роман Тамоев был. Всем удачи, спасибо. Буян, от души, брат, спасибо. Круто.